я хочу сказать, что это опошнее смысловое приемство этого тыдня, и его коллега задумалась, коллега задумалась дискуссия, то идея была, что мы атакуем в певному сенсі атологію, яка висвітлена, ну, і некие то, что связано с атологией, але как я вернулась, что эта дискуссия опошняя, я думаю, что частково мы можем уже втягиваться в певные вражки и про сам тыдень, и в певные рефлексии того, что подчас тыдня мы певным чином проглядели очень сторону 15 и я думаю, что эта рефлексия будет заключаться в разговоре про то, что с нами бывало, зараз, и мы рушим далее. Я рушу далее шляпом. И я бы хотела запытаться дискутантов, я думаю, что я представлю с шановным дискутантом два человеки удельничали у концентрации онкологии, я лишь были и авторами певных текстов, але шифры человеки не были у Раді, і проводили трохи інших поглядів на наше виховання, як Тетяна Шевцова і Михайло Бояр. Перше таке питання, може, саме просте, про те, що і екологія, і частково в этот тиждень, я особливо в этой выставе, это снова поглядеть на то, на их дорогу, на то, куда мы пришли, як виглядає сьогодні белорусское мышление. И я хотела попросить вас окреслить с вашей перспективы некие уже новые риски, эти тенденции. И я еще думала, что может, если мне лепей эти ситуации лепей описывается про что листы сформовался, не сформовался, некие доминанты, нежность. Тому такое двоистое питание. По-перше, про что найлепей зараз можно было описать и схопить, ну, эту изъяву, то, чему зараз. И другое, какие там характеристики и измысловные речи мы можем поместить в это разумение частных белорусского. Я пропоновала начать с Тетяны с Михаила, просто как можно не перебивать нашими уже прошедшими разговорами я для начала хотела бы очень короткий высказать, касающийся сравнения двух антологий. У нас есть опыт уже двух антологий современного мышления, и для нашей сегодняшней дискуссии хотела бы поделиться своим тем различием, которое мне лично бросается в глаза между двумя этими проектами. Мне кажется, это различие много о чем говорит, по меньшей мере оно как-то симптоматично и выявляет что-то, говорит что-то про нашу сегодняшнюю ситуацию с белорусским мышлением, нас в белорусском мышлении сегодня. Мне кажется, основное отличие заключается в том, что в отличие от первой антологии, вот в этом втором проекте нет разрыва между подборкой текстов, которые предложены в книге, и риторикой белорусского мышления, которая сопровождала подготовку и появление этой книги. То есть тот контекст, в котором дискурс белорусского мышления формировался, озвучивался, формировался и формулировался примерно 15 лет назад, получается, да? В 2003 году, что книжка. Вот то, как это формулировалось, и пафос, который за этим стоял. Я сейчас не хочу к этому пытаться вникать в детали, да, описывать это, но обращать внимание именно вот на разрыв, который, на мой взгляд, очень точно прослеживается. И когда-то у меня была возможность, была дискуссия по поводу этой антологии, именно в таком критическом духе высказываться, когда речь шла о том, что само понятие белорусского мышления, оно тогда было не просто неоднозначно, но еще несло в себе вот этот разрыв между тем,
содержанием, которое предложено, было расхождение, некое несоответствие. Вот. Мне кажется, в этом втором издании риторика или дискурс белорусского мышления, который сопровождает появление этого издания, и набор текстов, вот нет такого разрыва, как это было в первый раз. Я понимаю, что на уровне редколлегии тоже представлены разные люди с разными мнениями, и сейчас в большей степени опираюсь на то, как представлена эта книга и этот проект, в частности, в введении Владимира Мацкевича и в различных высказываниях Татьяны Беловарской. То есть вот, люди, которые... Я поэтому не приписываю эту позицию всем членам редколлегии, вот, но по меньшей мере ряд ключевых фигур озвучили такой посыл, да, такую риторику и такую позицию, которая обнаруживает существенное отличие этого проекта от первой книги антологии. Если определять специфику этой новой риторики, воспользуюсь модным словом, я бы назвала ее более такой инклюзивной. Более инклюзивной эта риторика в том смысле, что теперь становится совершенно отчетливым, что белорусское мышление в определенном видении людей, некоторых людей, которые транслируют этот дискурс, эту задачу, эту миссию сегодня, белорусское мышление, очевидно, предстает как нечто очень многополярное, многоаспектное, и в том числе в очень болезненном, по-прежнему, это очевидно, болезненном аспекте, который касается языка. Вот, то есть мы прошли определенный период новейшей интеллектуальной истории в Беларуси, и очень плодотворный результат этого периода заключается в том, что есть какая-то чувствительность и готовность к тому, чтобы как-то пытаться ориентироваться сегодня уже в ситуации все-таки такого многоязычия, двуязычия, в первую очередь, если говорить об основных языках, на которых интеллектуалы в Беларуси выражаются, русский язык, русский язык. Вот. Мне кажется, это очень существенно, потому что именно появление этого второго тома вот в таком в какой-то новой ситуации, оно снова, на мой взгляд, снова делает актуальную дискуссию о том, что же, собственно, понимается под белорусским мышлением. Вот. И к тому, как эта дискуссия, каковы, на мой взгляд, наиболее болезненные векторы в этой дискуссии, я хотела как-нибудь вернуться, надеюсь, чуть-чуть попозже, а сейчас пока вернусь. Мне кажется, что передать это дело антологии, особливо-то разрыва помещения нема. Плюс-менш один набор особов, плюс-менш развиваются какие-то самые темы. Они належат на одной кухне, для ее початку, для ее натягивания, завершения. Есть напрошивается думка, а чему говорить про некую эпоху, да, что мышление, допустим, 30 годов забило нечто, после чего были нечто целое, мешали. И есть для этого некие придумки. На мой погляд, в принципе, есть такие театр идеи, таких одной из обмежеванных набор философских акторов, конечно, на этой сцене. Есть деньги, которые называются. В принципе, этот сценарий может произвести нечто мешать. С моего погляду, белорусское мышление, оно находится в таким историчном часе. Если мы можем, поскольку его мало, мы можем отсрочить свою историю, выйти в некие периоды, попробовать прогнозовать, что на какую радикально іншую ступеньку мы могли изменяться далее. А мышление вокруг, глобального свету, одночасово часто попробовать тенденции, все оно историчное,
это просто великий набор возрастных фамилий, это все отбивается на часов, такие великие беспорядки, где уже никто не сформирует индустриализацию поделок эпохи. И тут сам возникает питание, как мы, вот, живущим своим таким историчным часом, будующим нацию, уживаемся с этим светом, где этот процесс может абсолютно не ценный. Где история, можно сказать, уже скосована и снищена. Ну, в принципе, мне было бы цікаво говорить про махчимость новой эпохи. Вот как эти 30 годов, где двумя онкологиями открываются, что можно им представить такое, что могло створить новую эпоху? Мы сегодня могли привести некие іншие фигуры, іншие люди, іншая тематика, некие іншие принципы. Я хотела как раз про новую эпоху позднее порассказать. Мне подается, что як тільки ми задаємося питанням нову епоху, нам треба ту, яка зараз, скончається, існує, неким змістовним чином позначити. Да? А яка вона? Про що нам говорить перша і друга екологія? Тетяна каже, що там є певні зміни у розвитку. Я, правда, не зрозуміла, ці то просто укладальники змінилися, в самі, і їх склад, і це змінило, ці то ситуація сама змінилася. І чим характеризується этот период? Автович завжди піднімає такий стяг того, що білоруське мислення вельми специфічне. Я не уверена, что это главное, его характеристика, але ось чим характеризується перший там? Це такое побачення. Не важно. Скажусь, это период, когда з'являється русский метод. Это холодно. Самое тяжелое, что, в принципе, русский метод. Забил довольно кризис, слово «внимание». Можно выбрать эту эпоху вокруг предыдущих людей. А більше боку, сам я по суті знаходжу себе такие полные антитезисы. Что мне подобається це представлення? Мені більше. Коли редактор часописа «Ніч». Може, Ігор саме задає питання. Чим все ж визначається ця епоха, ці воблі, історично затягується? Ну, я, напевно, почну протягну порівняння двох версій книгах. У мене таке враження, що справді розриву між ними нема, а є певна така небачна сувязь і внутрішня робота, яка відбувалася. Сувязь як початок скончання. І от, відповідно, акт мислення, він розміщається не тільки в самих книгах, а і вокруг, і от у тим проміжку, у тим, може бути, напруженні, натяженні, яке ми знаходимо поміж цими двома. І тут, вот, що для мене раптом стало зрозумілим, це обсячение, то есть такая внутренняя гармонизация самой просторы. Ось, коли ми поглядим на першу книгу, то там как бы видовочно, ну, скажем, не то, что там практичный принцип включения всего, но вот там стояла задача поєднати академічний дискурс, ну, умовно кажучи, там дискурс свободных форм мышления, которые реализуются методом культуры, литературы. И парадоксально там есть, ну, например, академичные тексты, те мышления у нас, мне кажется, немає. Да? Як і літературознавчі, ті літературні тексти, які, ну, вот, як погуляються в першій книзі. Да? И вот в другой книге все больше гармонично вот этой крайности оттяга. То есть, умовно кажучи, певна частка академічних філософів наблизилася до, ну, таких, якби, більш
свободных, эссеистичных, открытых формах выказывания думки, відповідно, и белорусское мышление, умовно кажучи, философская эссеистика стала больше глубокой, больше академичной, то есть что здесь сбилось. Что тычется другого питания, на конт эпохи, и вот этого эпоса, там, ці пафоса, может быть, этой думки, мне здається, что початок белорусского мышления, у него были самый такой конституционный акт думки был связан с такой расчисткой простора. Вот в этом сенсе текст Кудовича «Разбурить Париж» не симптоматичный, да, что мы казали про диктатуру центра, про периферийность, самопериферизацию мышления, и треба было просто заявить эту субъектность и для этого крышечку отсунуть в боки там, и академичные формы, и традиционные центры, умовно кажучи, великий Париж там, философии, хотя Париж для философии мало что значит, например. Для Кудовича. Вот. И Акудович в своем тексте, не только Акудович, все, крышечку с таким, крышечку выдавали пожаданное за реальность. Мы все тогда казали, что да нет, там нема ніякого центра, мы вот зараз пришел постмодернизм и все рассунул. Хотя все разумели, что ничего не рассунул, и что центры застаются, и они вельми важные, хотя іншими способами, іншие механизмы забезпечивают свою центральность. А вот другая книга уже рыхтовалась в ситуации такого легкого пустишу, когда те жадания и прогнозы, які давалися подчас падрыхтоўкі першай, яны до нашего жаху сапраўды справдзіліся. То есть сегодня сапраўды мы, например, існуем в ситуации мышления белорусского, да, не только белорусского, а в области мышления, для якого все эти центральные дискурсы, традиции уже мало что значат. Я не могу больше докладно, может быть, в процессе дискуссии, да, сформулировать, но в другой половине 90-х мы полно ведали, что есть французская думка, и она вельми важна. Да? То есть сегодня, когда мы начинаем думать, мы разумеем, что есть особенные, магчыма, цікавые книжки, но вот с некого явного центра, там, французской философии на сегодня, немецкой философии, не можно. Это идея, а не институции. Да, институции есть, але уже не засталося ни идеям, ни постатяў, и головное, той символичной улады не засталося, з якой все это, якая сопровождала идею институции. И мы сапраўды в пустоте, такой страшной, жахливой пустоте, в якой приходится думать, а на что обопертись. И, до речи, в этом сенсе гаючей думкой это Славутая Гайдегеровская, что все мы думаем по-старогрецки. А вот когда мы один одного не ведаем, нават коли для нас неістотны на сегодня немцы, французы, там, я уже не скажу про англосаксонскую традицию, но все-таки остаются старые греки. Ага. Я просто хочу обратить внимание, что в том, что никто говорил, о том, как Игорь вначале использовал слово «разрыв», просто здесь произошло какое-то сближение понятия, и это важно на это обратить внимание. Я не говорила о том, что между двумя антологиями разрыв, но между ними действительно есть принципиальное отличие. И это отличие говорит о том, что расстояние, пройденное между публикацией первой книги и второй книгой, действительно в нем заложен определенный исторический опыт. И результатом этого исторического опыта стало, на мой взгляд, как раз проведение этого белорусского мышления. И разрыв, о котором я говорила, касается, я объясняла, в чем это отличие заключается. Трошки подобно той
що Ігор казав, що там черпнулося, видавалося, вибудовувалася простор, на яку я ще не попала з міста свого. А тут вона вже вибудована. Крім розрив, зрозуміло. Да, просто разрыв в том, что есть определенные ожидания построения какого-то мифа, если угодно, в русском мышлении, и этот миф не подкрепляется той подборкой текстов, которая предлагается. Вот. Ну, это если возвращаться к первой антологии. Если говорить о сегодняшнем дне, то действительно вот опыт, который новейший, да, истории белорусского мышления, который у нас всех есть, и который привел к проведению Дня белорусского мысления, мне кажется, то, на что нам опять же нужно сегодня обратить внимание, это на то, насколько амбивалентным является сам этот жест, да, проведения Дня белорусского мышления. И вот с амбивалентностью этого жеста, этого события тоже, мне кажется, надо как-то очень внимательно поработать, отрефлексировать, потому что можно, конечно, как любимый, уважаемый Валентина Худович с энтузиазмом указывать на то, что мы первые, кто проводит День белорусского мысления, но неделя белорусского мышления, что мы первые, кто это делает, нечто в этом роде. Но вот в этом сказании ведь в нем же есть такой двусмысленный, да, провал, потому что он говорит о том, что вот сам этот жест, то есть здесь есть какое-то двойное усилие. С одной стороны, есть мышление, которое осуществляется, работает, есть книжки, публичные лекции, университеты, мероприятия. То есть мышление живет, и оно себя предъявляет. И при этом оказывается, что надо еще дополнительно указать на то, что мышление есть. То есть недостаточно, мы живем в контексте, где недостаточно, чтобы мышление было, чтобы мышление работало и осуществлялось в каких-то формах. Мы живем в таком социально-политическом, социально-культурном контексте, где мышлению недостаточно работать, оно должно еще указать на то, что оно работает. То есть нужно заявить о том, что вот, ты день белорусского мышления, а мы есть. То есть, исходя из какой-то предпосылки по умолчанию, вот это двойное усилие, второе усилие, нужно в таких условиях, когда предполагается, или точнее говоря, в такой ситуации, когда правит некое эс-иф, как если бы мышления не было. То есть двойное усилие требуется тогда, когда мы живем в ситуации, где заданы такие ориентиры для реализации мыслей и действий, которые внушают латентно, неартикулированно, что как будто бы нас нет. И вот это двойное усилие, это то, о чем тоже надо специально подумать. Я думаю, что сказать, как раз что мы сами не до конца верим, что оно есть, когда ладим такие спектакли. А здесь есть несколько аспектов. Несколько вариантов. Может быть, вариант молодости свойственно этот вектор и энергия, и мотивация самоутверждения. Может быть, просто потому, что белорусское мышление такое молодое, становящееся, такое антропологическое, психологическое объяснение. Но другое, я не отрицаю это, такой антропологический, психологический ход, но мне кажется, более значим в первую очередь скорее политический контекст. То есть ситуация, в которой эта мысль работает и осуществляется. То есть в этом смысле режим, которым развивается, заявляет о себе современное белорусское мышление, он же тоже имеет значение. Мы не живем, увы, в век великий, да? То есть мы живем в какой-то другой век. Я ще хочу до Павла звернутися. Я, правда, не ведаю, яка йому зараз тема ближе. Вже ось розгорталась цю тему, ситуацію, якою ми проводимо дослідження, даємо антологію, щось з цим кажемо, на щось реагуємо. Ці все ж є ще різні думки про основні навіть про попередні гри, які ми завершили в антології, про які риси, характеристики, стилі. Я подальше потягну ті думки, які рані порушили у попередніх промовців. Ну і додам ще своє, дотичної рефлексії над тим, що відбулося тоді і зараз відбувається.
момент, калі мы разважаем зараз той плён, што адбыўся ў беларускім мысленні за апошнія гадоў 15, скажем так, той анталогіі пачатку яе падрыхтоўкі і да сённяшняга дня, я б сказаў, што калі яго ацэньваць, то змены адпаведна адбыліся, але, скажем так, той разрыв паміж анталогіямі, про які кажа все ж таки Тацяна, ён... Я не кажу про разрыв паміж двумя антологиями. Про разрыв... Принципово. Между ними историческая преемственность, это мой тезис. Я на нем настаиваю. Ну, я б сказал інакш тады, што розніца паміж гэтымі двумя анталогіямі меншая, чым магла бы быць. У гэтым сэнсе, калі так звярнуцца да таго, як рыхтавалася гэта ўсё, натуральна, што рыхтавалася другая анталогія пад вялікім імпрынтам першай. І яна так ці інакш уплывала на тое, што зрэшты было зроблена. Другой рэдакцыйны склад уваходзіў пачынальнік і складальнік першай анталогіі, ён прымаў вельмі актыўна ў гэтым, каб нейкая такая была вялікая розніца паміж першым і другім варыянтам. Гэта непасрэдна паўплывала. Запярэчыў, но яго няма. Тым не менш. Я бачу, якія прапаноўваліся розныя варыянты анталогіі. Вось у гэтым другім выпадку. І тое, што мы атрымалі напрыканцы, гэта быў кампраміс і дамоўленасць паміж рэдакцыйнай радай. І як кожны кампраміс, ён хутчэй адлюстроўвае тое, што можна было зрабіць без вялікіх спрэчак на сённяшні дзень, і тое, як мы маглі гэта зрабіць нейкім такім радыкальным чэсцем. Дарэчы, вось калі гэта параўнаць з тыдні беларускага мыслення, гэта якраз наводзіць мяне на пэўныя думкі. Вось калі казаць пра тое, як я бачу, што сталася з беларускім мысленнем, якія две такія тэндэнцыі я вылучыў, абапіраючыся на вось гэтую досвед анталогіі і на тое, што адбылося на тыдні, я б сказаў, першая тэндэнцыя. Гэта тое, што цяпер нам ужо не трэба так утрапёна даводзіць, што беларускае мысленне наогул існуе. Я памятаю дыскусіі якраз злому тысячагоддзяў, гэта былі менавіта такія шалёныя дыскусіі наконт таго, наогул, ці можна казаць пра мысленне, прыпісваючы яму атрыбут беларускі, ці які-небудзь іншы падобнае што. Гэта былі зацятыя спрэчкі наконт мовы мыслення, наконт тэмаў мыслення, і тады гэта сапраўды была праблема. Сёння фактычна ўжо нікому, галоўнае самім сабе, фактычна не трэба даводзіць, што беларускае мысленне ёсць. І гэта тое, што ўжо радыкальна адрознівае, на мой погляд, тыя ўмовы, па якіх складалася першая анталогія і другая анталогія. Тут хутчэй падсумаванне сапраўды, тады гэта была хутчэй заяўка. Ну, ці такі палітычны жэст, што сапраўды беларускае мысленне нейкае ёсць, вось у яго ёсць свая анталогія. Цяпер гэта ўжо хутчэй канстатацыя, так ёсць, і яно вось такое. Гэта першая тэндэнцыя. Другая, якую вы маглі больш яскрава бачыць менавіта не ў анталогіі, а на тыдні беларускага мыслення, што гэтае мысленне пашырыла свае межы. Раней яно ўсё ж такі хутчэй зводзілася да вузка зразумелай, ну, скажем так, філасофскай спецыялізацыі. Прытым, пры ўсім, што туды першую анталогію траплялі тэксты не выключна філасофскія, але рэтам все адно вяла філасофія, і пераважна гэта была анталогія такога філасафічнага кшталту. Сёння гэта магла быць зусім іншая анталогія, бо абмяркоўваўся, і да пэўнага часу гэта быў рабочы варыянт, што анталогія будзе складацца з самага рознага кшталту тэкстаў, якія не абавязкова напісаныя не то што ў акадэмічным стылі,
што яны наогул напісаны ў філасафічнай мове ці з выкарыстаннем нейкіх філасафічных менавіта тэмаў, ідэяў, што гэта можа быць мысленне ў самым шырокім разуменні, якое будзе ўключаць в сабе і культуралагічны складнік, і складнік рэлігійна-здумленчы, і складнік мастацтвазнаўчы і гэтак далей. І проста, пэўны кансерватызм часткі калегіі, пэўная ўсё ж такі, ізноў-такі імпрынтинг першай анталогіі прывялі да таго, што другая анталогія фактычна па складзе аўтараў вельмі нагадвае першую. І ніякіх асаблівых новых імёнаў тут не дадалося. Хаця б ёсць пэўныя там пасоўванні, конечно. На тыдні беларускага мыслення мы гэта бачым больш яскрава. З тых мерапрыемстваў, што заяўляліся, канешне, большая частка гэта падрыхтаваная нашым такім інтэлектуальным, больш філасафічным дэсантам, але вялікая частка мерапрыемстваў ладзілася людзьмі, якія прыйшлі і заявілі сябе як беларускія мысляры, пачалі удзельнічаць у тыдні беларускага мыслення, прыйшоўшы з розных сфераў, напрыклад, этнаграфіі, з музычных нейкіх рок-гуртоў, напрыклад, ці з Вікіпедыі, напрыклад, аўтары, рэдактары. Гэта людзі, якія звычайна цяжка патрапляюць у катэгорыю мысляроў, таму што іхная дзейнасць звычайна асацыюецца з нечым іншым, з нейкай практыкай, з нейкай дзейнасцю па перапрацоўцы чагосьці, а не з уласным падрукаваннем інтэлектуальнага прадукту. А тут гэтыя людзі назваліся і ўсё ж такі выйшлі на свет як тыя, хто сабе таксама уяўляюць часткай інтэлектуальнай асяродку Беларусі. І ў гэтым сэнсе гэтая тэндэнцыя, мне падаецца, такая найбольш грунтоўная, што беларускае мысленне пашырыла, істотна пашырыла сваю мяжу. Калі адказваць на апошняе пытанне, якое задавала Таццяна наконт таго, як бы тады можна было акрэсліць, сутнасна акрэсліць тую верагодную эпоху 30 прыблізна гадоў, якія акрэсліваюць першыя две анталогіі, калі іх разглядаць як ужо эпоху, якая блізіцца да завяршэння, я б сказаў так, што для мяне гэта звязана з тым, што беларускае мысленне, па-першае, сапраўды знайшло сябе. Як казаў Ігор, яно, па-першае, трохі расчысціла прастору, зразумела, а што можна там, па-першае, адкінуць з усяго таго, што засталося ад савецкай спадчыны мысленчай, таго, што прыйшло да нас у 90-е, 80-е, 90-е гады з захаду, як нейкія такія перадавыя ўзоры еўрапейскага мыслення, які мы там спачатку як неафіты мусілі з адчыненымі ротамі перахопліваць, паўтараць дзесьці. І пасля таго, як мы гэта трохі расчысцілі, пасля таго, як мы трохі абвыкліся на гэтае месца, гэтае мысленне нарэшце набыло свой змест. Яно знайшло тыя тэмы, тыя пераважныя сюжэты і драмы мысленчыя, якія яно сёння ўжо асэнсоўвае, асэнсоўвае істоты. Гэта сапраўды і балючыя для нас пытанні з посткаланіяльным станам, гэта і пытанні з нацыятворчасцю, гэта і пытанні, у тым ліку метафізічныя пытанні, якія не толькі як вырашылі, што тут не здымаем. Таму сёння я б сказаў, што гэтай анталогіі, гэты перыяд, калі беларускае мысленне зрабілася сабой, набыло свой кон, як я там пасля мове сваёй напісаў, і валодаючы гэтым ужо веданнем пра свой кон, яно зрабіла першы змястоўны крок. Які будзе другі змястоўны крок, гэта мы можам мяркаваць. Для меня тут з'явилася такая теза, антитеза, якая не з'явіцца ўжо тут, гэта пытанне пра тое, ці
наполненной энергией. Мне, то есть я с годом учусь в Павловке, подавалось, что как раз вот стоит пешая антология, пешая героичний період требував ствердження, що ми есть. Зараз ми вже, як ви розуміли, що вже, да, есть некие такие, какие есть. И другие высылки, если ты сам показала, это очень такое, подметок, такие зрозуміли, що він есть. Это, може, апошній раз, коли ми на тижні Білоруського виснення, коли ми з собою використати цю категорію, вже нема про що скачатися. Тетяна каже, що якраз зараз вже і є що скачатися, там більше тренування ігри і дітей, і може тоді звернемося до покоління, сам каже, що там є проблеми, що туди їх звертати. Мне кажется, мы раздражняем, говорим про мышление, а все, что мы про него говорим, его властно начали внимание. Мышление в этой часть не занималось, что доказывало, что оно есть. Но думала про некие темы, некие сценарии, працевала там целый свет белорусских категорий, какие мы думаем. А вот это там тибетство, оно абсолютно внешне для него некая социальная драма. Доказать там несколько светов, какие-то лучших краин, там, на конференциях, что вот есть. А потом доказать властному громадству, что есть. А само мышление, его властная внутренняя история, там какое-то не просто. Есть просто мышление. И мне кажется, могут писать так историю белорусского мышления, да, что ранее мы там доказывали, что мы есть. Теперь уже не доказываем. Да? Что это не та история мышления, какая нам потребна. Вот это критерий, это такая кристаллизация, и треба никуда покинуть и думать о том, а что там внутри. Вот. И что это период такого справді зробив, але не слышишь внешне, да, в контексте, а я тут сегодня с Николаем подчеркну одну думку, что сама эта тема, она больше социологичная, это такая, скажем, громадское экстремальное. Белорусское громадство, памятница другой половины 80-х, когда громадство с одного боку уже урбанистичное, большинство белорусов живе в городе, але яшчэ, вот ментальное мы находимся в стане in-between, то есть паміж это городом и вёска, и отповедно певные формы культуры, деятельности, життя, мышления, и они сприймаються як новое, нечаканное, вот такое, скажем. Теперь уже не сприймаються. То есть в ті часи справді вот чоловік, який починав думати і виходив на гору, там, в аудиторию, до своих коллегов, робил это акт мышления публичным, вот он, у меня было такое вражение, что это вот как бы опошленное слово перед тем, как кудись утечь. То есть вот, когда ты начинал думать, то твой наступный крок – это отсюда текать, покуда тебе там как бы не задушили, побили, не затягнули в болото. А вот то, что отбылось теперь, это кончатковая ясность, что от нас к этому громадству уже не позбавиться. То есть причем это ясность и для нас самих, и для громадства. И вот чим в этом сенсе фантастично пригожий тыдзень белорусского мышления – это выход на сцену. Да? То есть вот, когда мы говорим про это тотальный спектакль, где все танчат и пляшут, тут вот раптом выходят некие зовсім інші актори, які вот замість там якби співів, плясок, якби агітації, пропаганди, ну от якби говорять і починають робити щось зовсім інше. Ми розуміємо, що іншої форми існування в публічній просторі, окромя саудеву в этом супольном спектакле, просто нема. Ну тогда это значит, что это периодично повторяться. Повторяться, конечно.
Ну, я не в сенсі тиждень, а в сенсі системи, тому що 8 на цій сцені. Просто от актор же, який виходить на сцену грати роль, він же не говорить, що, видите, вот я актор, у меня там вот такие-то роли были, он просто починає озвучивать свой монолог. То есть он уже не потребує легитимизации. То есть, когда мы уже выходим на сцену, мы уже разыгрываем драму мышления, вот, чем я згоден с Михайлом, а не розповідаємо про те, вот, яка у нас нагода була вийти на сцену. Мне фильм подобается театральная метафора, которую я спеша пропоновал, и их скажу, вот, загадать 30 котов мы забили сцену. Да? Вот это нам... Забили театр. Теперь треба там робить... Уже есть сцена, и актеры, и декорации, то есть, и нужно показывать у нас философский спектакль. Причем мне подобается интровертность в этой ситуации, интимное объяснение, оно же, в принципе, абсолютно, как у нас такая интровертная стратегия, долгая, не скидована на гонки Беларуси. Становится спектакль для белорусского громада, для белорусской нации. А это и есть то, что робит нам такие спектакли. Тетяна, як чоловік, який пропонував усе щось, дертацію для питання і рефлексії в білоруському мислі, ці так само така ідея виходу на сцену, на близько. Все ж є, що обмірковують право. Я действительно хотела бы отреагировать на некоторые высказывания. Мне просто кажется, что я позволю себе рискнуть уличить коллег в некоторых таких перформативных противоречиях, что ли, но очень, очень интересных, и, надеюсь, они тоже оценят ситуацию перформативного противоречия, в котором мы оказываемся. С одной стороны, просто чтобы сразу не забыть, Никол только что утверждал, что речь идет об интровертированной ситуации мышления, а потом завершил фразой о том, что именно так создается нация. Но если мышление должно создавать нацию, то оно изначально не может быть интровертированным. Но я хотела бы сейчас вернуться снова ко второму тому, ко второму изданию антологии. Это очень интересно, когда члены редакционной коллегии в разных формулировках утверждают, что больше не надо никому не... То есть тома, который называется «Вход присутности», говорят о том, что мы находимся в ситуации, когда не надо никому доказывать наше присутствие. После того, как этот том, сознательно или нет, называется «Код присутности». А вы як Тетяна читаете? Код присутности или код присутности? Не будем сейчас углубляться в это. Секундочку. То есть том называется «Код присутности», и понятно, что на фоне стоит фигура Кадовича с его обвинением Майи кодом отсутности. И это же не единственный такой очень отчетливый знак и симптом, который присутствует в этой книге, отражает амбивалентность ситуации белорусского мышления, и в том числе и нашего понимания этого концепта. В книге, я тоже не знаю, насколько это было так стратегически выстроено, но как я ее вижу, содержание, в этой книге совершенно замечательное, не просто, извините за слово замечательное, нужны другие, подходящее слово, таким мифологическим средостением, узлом этой книги является текст, который выделен в отдельную рубрику, и на фоне названия «Код присутности» рубрика и текст, который называется «Зниклый Бог зниклого народа». И текст, который, конечно, здорово задает контекст этой книги, текст Ирины Дубинецкой, потому что его можно прочитывать буквально, антропологическое, историческое и так далее, исследование, но в контексте нашей ситуации, этого сборника, этого содержания, наших вопросов, текст приобретает совершенно потрясающее, такое фундаментальное иносказательное значение, потому что речь идет о мифе поиска Бога, например, Бога в смысле нашей причастности к поиску белорусского мышления, да, может быть, его реинкарнации,
воссоздания, сотворения заново. Не буду дальше развивать этот сюжет, это такая отдельная линия, но я к тому, что вы все-таки вот этот какой-то... То есть я бы хотела удерживать этот фон, ну не то чтобы тревожности, тоже тут трудно подобрать правильные слова, но структурно вот некоторой амбивалентности, да, которая содержится. Может быть, но это уже интерпретация, да, то есть может быть, то есть, поэтому я пока не хочу удержаться от соскальзывания интерпретации, удержать саму структуру. Структура и самого события, самопрезентации, самонаименования, самопредъявления, она в корне амбивалентна. И вот направления анализа этой амбивалентности могут быть самые разные. И я, конечно же, если позволено, хотела бы на несколько еще реагировать с тезисов, которые прозвучали. Вот, когда Павел утверждает, что белорусское мышление стало наконец самим собой, то для меня, я, к сожалению, не могу присоединиться к такому уверенному обозначению ситуации. То есть для меня остается очень большой проблемой идентичности, понимания, что значит, а что понимается под белорусским мышлением. И я честно признаюсь, сомнения в том, как сегодня понимается этот концепт, и если вообще какое-то более или менее конвенциональное схватывание этого понятия, они родились в том числе в рамках первого дня открытия Дня белорусского мышления. Те выступления, которые там были, они укрепили мою уверенность скорее в том, что нет никакого единства, какой-то конвенции по поводу этого концепта. Вот и тоже, может быть, к этому мы еще вернемся. И я хотела бы просто, завершая, два вопроса зафиксировать, которые, на мой взгляд, связаны с задачей осмысления, попытки понять, разобраться, точнее говоря, в том, что мы сегодня понимаем под этим понятием, или, может быть, разными понятиями. По меньшей мере два вопроса. Один вопрос связан с тем, с прояснением условий, предпосылок, при которых это понятие выливает, несет с собой опасность перерождения в идеологию. Вот. И второй вопрос, который у меня возник уже в рамках первого открытия, первого дня, это вопрос о связи концепта белорусского мышления с академическим дискурсом и академической социогуманитарной наукой. Вот. Ну и предваряя будущее, может быть, наши дискуссии в этой связи, если это сочтем нужно, действительно обратиться. Сегодня уже Игорь опять свою позицию в этой связи озвучил, когда Игорь говорил о первой антологии и сказал, что там были тексты академические, в которых, конечно, не было мышления. Вот для меня это очень такие симптоматичные высказывания, очень проблемные и, на мой взгляд, заслуживающие очень внимательного такого критического анализа и самоанализа. То есть отказывать академическим текстам в присутствии в них мышления, это очень серьезное такое сильное заявление, и надо с этим тоже разбираться. Вот. Пока. Давайте. Просто я може так само побачив проблему тут і тим, що нам не треба на сьогодні ставити питання таким чином, як пропонує Тетяна. Бо коли я кажу, що білоруське мислення знайшло своє місце, знайшло свою тему, це не значить, що воно вже зрозуміло все по собі. Это як з самосвідомістю чоловіка. Коли ми розуміємо по себе, що я вже є, це не значить, що я розумію, ким я є. А от для сократичного принципу я повинен це познавати все життя. Познавати, що я такой, хто я такий, ким я можу стати і що мені веде по житті. Білоруське мислення в цьому випадку не виключення. Воно може асенсовувати себе як існуюче, при цьому не даючи ради тому, яким воно є конкретно, там, раз некие характеристики, раз некие
дакладныя пералікі, якія яны могуць даць, тэм, наяўных прадстаўнікоў. Бо ўвесь час, калі здымаецца гэтае пытанне, я за ім бачу нейкае такое прыхаваную засцяровку. А раптам мяне не залічыць там беларускае мысленне, да? А раптам вось нейкая частка таго, што я лічу беларускім мысленнем, туды не патрапіць. То есть, што так гэта будзе? Нейкі такі анталагічны скандал, да? В маім прыватным космосе гэта анталагічны скандал. На мой погляд, гэта наогул не пытанне зараз. Пытанне даць дакладную характарыстыку, даць дакладныя межы, даць дакладнае маўленне па гэтае мысленне, каб зразумець, што яно сапраўды ёсць. Бо гэта тое ж самае, што патрабаваць ад любого чалавека, даць зараз дакладнае вызначэнне, хто ты ёсць, што табе вызначае, тады мы паверым, што ты чалавек, што ты існуеш. Ну и, конечно, да. Ну, я просто подвожу до конца свою промову. В этом сенсе я не бачу ніякага плёну ад таго, каб цягнуць дыскусію ў гэтым далей рэчышчы, вызначаць, што такое беларускае мысленне, якім яно мусіць быць. Сёння, можа быць, лепш было сапраўды, як планавалі там арганізатары, больш паразважаць пра тое, што мы бачым зараз, як можа нейкі магчымы старт для таго, каб трошкі паразважаць пра тое, што мы там можам чакаць у будучым. Можа, гэта было больш карысным, чым бясконца ставіць самім сабе дыягназы і сам сабе псіхіятр. Значение мы скончим. Примем. Парадоксальным чынам гэтае вызначэнне, што мы разумеем пад беларускім мысленнем, нарадзілася учора на дыскусіі пра Абушэнку, пасля лекцыі і падчас гутаркі пра дысцыплінарнасць. Прагучала пытанне проста, што у Абушэнкі ёсць фантастычная колькасць самых розных тэкстаў, там і па тэорыі, тэарэтычнай сацыялогіі, культур сацыялогіі, но чамусьці прагучаў напоўніць менавіта адзін тэкст пра крэолаў, хаця і в розных версіях. Чаму так здарылася? Моя версія адказа была таму, што ён гэты тэкст размясціў у нейкую іншую прастору. Не прастору дысцыплінарнасці, а прастору, з якой гэты тэкст мог быць убачаны, прачытаны і супрыманы, супрадуманы, всёй склаўшайся супольнасці. І я прапаную называць, разумець пад беларускім мысленнем якраз гэтую сцэну, на якую мы размяшчаем высілкі нашай работы. Міхал, напрыклад, робіць кучу рэчаў, перакладае хакавакіту, нейкія, але нейкія рэчы ён размяшчае як прадукты свайго мыслення і як прадукцыйныя, і як дысцыплінарныя прадукты, а менавіта як частку, як беларускае мысленне. І тут, скажем, Тетяна, адказ можа быць на твоё такое перасцярогу, якую я цалкам разумею, каб тут не было адпілівання і дыскусій дурных агараў. Это не беларускае мысленне, да? То есть это, конечно, самое худшее, што можа адбывацца. Кожны чалавек, які адчувае сябе часткай гэтай супольнасці і які думае, і мае права, і мусіць мець магчымасць размясціць прадукты сваёй думкі в публічную прастору. То есть, як это назваць? Вітрінай, тэатрам, сцэнай, да? І яны будуць убачаны супольнасцю, ацэнены, прынятыя, прынятыя, спрэчаны. То есть, калі з'яўляецца адчуванне гэтага локця, да? То есть, адчуванне таго, што ёсць такое, ёсць такая прастора, адкуль цябе будуць бачыць і чытачы, і калегі. Тады беларускае мысленне з'яўляецца. В гэтым сэнсе і анталогіі гэта формы. Ты кажаш, што хутчэй можна даваць адказ на пытанне не анталагічна, в сэнсе, што яно ёсць, а хутчэй сімвалічна, камунікатыўна, ці
нават То есть белорусское мышление это не змест думки, потому что змест же весь час меняется. Не набор неких окрестлений людей, а вот как бы сама простора, сама, ну, вот, сама магчимость как бы судумания. Можна Ігор мені тут нагадав просто ще репліки, ось, які я забув додати на підсядні показання. Ось перше, що я хотів сказати, це про академічну філософію і те, що викликало у Тетяни непорозуміння, як ось можна обмінувати з академічною філософією, наприклад, у недуманні, не мисленні. Я думаю, знову-таки, Ігор не мав на увазі наогул всю академічну філософію, там, як некий дискурс, як стиль мислення, який треба відмовити з думління. Мається на увазі те, що ми, звичайно, всі добре розуміємо, що частка того, що робиться під маркою академічної науки, інституціональної науки, це імітація. Мислення, імітація, власне, науки. Это робится просто за счет того, что продуковать тексты можно чисто технологично. Это тексты, які будуть, наприклад, простим рефератом переказування думок. Це можуть бути тексти, які відповідають всім канонам індексів Хірша і інших продуманих технологічних схем, але власне мислення, власне того, что там обуджає мислення у людей, там не буде. Тільки в гэтым тексте, в сенсі такі тексти, академічно написані тексти і формально, нібито відносячися до мислення, не з'являються здумленничими. Тільки так я розумію такі тексти. Ось. І по-другое, ось хотілося відзначити, що коли ми все ж таки ну, хотя ладно, это можно позднее. Я еще дам Татьяне, я было питание мне показать, но там очень часто Да, я хотела бы продолжить реплику на высказывание Игоря. Я совершенно разделяю предложение использовать понятие белорусское мышление, белорусское мышление в качестве такого формального, рамочного понятия, обозначающего некоторое пространство, где актуализируется и запрос на производство смысла, и соответствующих событий, действий, практики начинают осуществляться. И согласна с тем, что проблема или проблематичность использование понятия белорусского мышления начинается тогда, когда осуществляются какие-то демаркации, такие квазиидеологические или квазиполитические. Но как раз именно в этой связи я просто вынуждена снова вернуться к первому дню, открытию прекрасного мероприятия. Вот. И, Игорь, буду к тебе тоже обращаться, потому что это очень хорошо, что находишься, потому что в рамках наших тогда презентаций различных проектов издательских, вот, прозвучало несколько высказываний, в том числе твоя, Игорь, которые, конечно, очень сильно зацепили, вот, и которые во многом заразили ту проблематизацию, пытаюсь сегодня навязать, если угодно. Высказывание как раз такого демаркационного характера прозвучало совершенно отчетливо из уст ведущих представителей белорусского интеллектуального поля. Два тезиса. С одной стороны, тезис о том, что это отделение мышления от философии и представление мышления, представление философии, в отличие от мышления, которое как раз победило, представление философии как непривлекательного, академической философии как непривлекательного занятия. И затем, когда выступили в записи, несмотря на отсутствие здесь человека персонально, я возможность консультировать Валерка Булгаков, который в своем комментарии говорил о том, за точность цитаты не ручаюсь, но речь шла о бесполезности чтения Гусара. Я хочу сказать, что просто вот высказывания такого рода, они как раз и заставляют ставить вопрос об опасности вырождения
того высказывания, проходящего под названием «Представление белорусского мышления», вырождение в идеологию или какую-то квазиидеологию. У меня есть просто такой зеркальный пример. Достаточно несколько лет назад, когда наш президент выступал в Академии наук, в том числе как-то он коснулся диссертации по философии. Я тоже не приведу, не процитирую точно, но тезис в том, что президент страны говорил о том, что нам не нужны диссертации для самоудовлетворения. То есть не нужна научная работа, которая осуществляется для самоудовлетворения. И он имел в виду работы именно вот в духе таких вот историко-философских штук. Ну, например, проштудировать Гусаря и написать работу в этой связи, это вот дело недостойное философии, которая поддерживается и одобряется государством. И поэтому я хочу зафиксировать эту ситуацию. Вы можете меня обвинить опять в социологизме, да, наверное, это социологический путь, но это социология и политика мысли. Получается интересная ситуация, что в политическом контексте того, как развивается и представляет наша наука и наше мышление, оказывается, что вот это высказывание о самоудовлетворении, да, о защите для самоудовлетворения, и высказывания ведущих представителей нашего белорусского интеллектуального поля, они оказываются удивительно солидарны в отношении того, что тех задач, которые может выполнять академическая гуманитаристика. И поэтому я снова тогда возвращаюсь к вопросу о связи мышления и академической науки, например, академической философии. Я понимаю, что мышление и философия нельзя отождествлять, я с этим совершенно согласна. И нельзя сводить вопросы мышления, задачи мышления, миссию, контекст к дисциплинарным каким-то задачам, эпистемологическим, институциональным и так далее. Но мне кажется, что как раз для наших широт вот вопрос о том, как обеспечить вот какую-то питательную среду, когда мышление и было бы связано с развитием, в том числе академической гуманитаристики или социогуманитаристики, это что-то чрезвычайно важное. Вот отсюда возникла проблематизация, да, понятие белорусское мышление. Значит, провокация удалась, и как бы академичную философию зачепили, да? Ой, зачепили. Самое тревожное вот во всех этих, во всем этом сюжете, в этой книге, а вот тем, что про бессенсовность читання Гусарля, казав чоловік, який його читає, ну, може бути, коли не все життя, то ладную частку життя. Так вот, Игорь, так вот об этом он не сказал. Подобно читач і перекладчик Гусарля на білоруською мову. А, наприклад, про бессенсовность, якби то, що академічна філософія не думає, якби і розведення філософії мислення. Знову ж таки, говорить чоловік, який все життя працює в академічній сфері, по-перше, а по-друге, все життя дослідує як історик ідеї, як історик філософії, от справді льос, традицію вот этого старогрецького мислення, яке назвало себе філософією, і яке, ну, от, якби, має певну абсолютно конкретну траєкторію, і часом ми просто універсалізуємо, говоримо, що вот філософія – це есть в принципі мислення. Ні, це певний тип мислення, да? Який, ну, от, подавав європейської традиції, і який з 18 століття абсолютно проиграв науці, да? Тобто, який мімікрирує під науку, під ідеали і норми науковості. Тобто, і тут могла б бути вельми цікава дискусія уже змістовна. Тому що сьогоднішня академічна філософія, попрок її дає, полягає не в тим, що вона філософія, а в тим, що вона здала всі свої позиції, які вона мусила відстоювати, ну, вот, як певний тип мислення. Потому что, ну, вот, все кафедры философские, все академичные институты, и не только в Беларуси, она говорит, что философия не наука, да, упаси Боже. То есть скажете, что это не наука, у тебя запытается ректор, так, а за что мы вам так и гроши платим, когда вы занимаетесь не наукой, да? А мы можем сказать, что философия не наука. Ну, наверное, машина, а все-таки не до такой ступени. То
То есть тут целый город таких проблем, ну вот не то, что не щирости, а вот такой, скажем, ну вот ясного статуса. То есть философия сама академичная, да, не может зрозуміти, до чого вона імкнеться, і ну, от, якби, які форми найбільше Я просто боюсь, что мы зараз туды. Лен, я просто не могу вот так вот просто позволить, чтобы этот тезис прозвучал последним. Философия не может сама зрозуметь, что она... Ну, ты позволяешь себе такие обобщения, за которыми стоит, ну, вот как пустота его. За ними только твоя риторическая сугестия, а дальше нужна дискуссия. Ну, я думаю, да. Я думаю, что это просто тема особого Перед тем, как говорить про то, про что я хочу говорить, коротенько не получится. Ну, Мы тут постарайтесь. наговорили столько, что... Я бы все же хотела трошки хотя бы зачепить про перспективы. А чего вы про перспективы скажете вообще? Интересно. Скажу. Вы тут мысли или что? Чем вы занимаетесь? Знаешь, хорошее дело браком не назовут. Хорошую философию академической тоже не назовут. Потому что как бы, вот тот оттенок академического, который появился в этом слове, возник даже не в связи с наукой или философией, а в связи с академической живописью, которой противопоставляли живое искусство в XIX веке. Ну и с тех пор слово академическое, оно и употребляется в этом значении, да? Как что-то уже не настоящее. Но я хотел бы про другое немножко. Знаете, однажды мне пришлось присутствовать на дискуссии феноменологов российских. Их немного, но есть люди, которые себя так позиционируют. И они там спорили о том, а как перевести на русский язык Дазайн. Ну и одно из предложений, по-моему, в общем, вполне нормальное, состояло в том, что Дазайн по-русски будет присутствовать. Типа присутность по-русски. Ось код Дазайн. Присутності тут і зараз чогось. Так называется книжка. А вот что, собственно, присутствует? Присутствует и что мы не манифестируем этим кодом присутствие. Дальше идет подзаголовок. Онтология белорусского мысли. И тут начинаются, ну, как мне кажется, могут начаться очень серьезные проблемы. Отчасти Татьяна эти проблемы обозначила в своих двух тезисах, да, перформативных. То есть мало того, что мыслить, надо еще каким-то образом обозначить для какого-то другого знания, просто для иного, да, само по себе присутствие этой мысли. И тут начинаются вопросы. Да, мы чего-то манифестировали, и оно здесь присутствует. Как можно посмотреть книжку, заглянуть в те тексты, которые там размещены, и почитать это, сказать, ну это есть, куда деваться. Вот это есть, оно уже как бы издано, распространено, какое-то количество экземпляров продано, и тут даже сидят люди и обсуждают, что это было. Вот как только они начинают обсуждать, что это было, опять же, может стать вопрос о том, а вот то, что присутствует, является ли отношением. Потому что я тут вспоминаю, как однажды проводил целый семинар со студентами ведущего университета, разбирая название цикла лекций Хайдеггера, только название, больше ничего. Название звучит таким образом: что называется мышлением. И в этом месте скромность и амбиции Хайдеггера состоят в следующем, что то, что называется мышлением, подлежит критическому анализу на предмет того, а насколько справедливо оно этим называется, насколько оно таковым является. Мы проманифестировали миру присутствие чего-то, назвавшим это белорусским мышлением. Уберем белорусский как отдельный, как бы, факультативный момент, является ли это мышление. Тогда, как бы, мало того, что мы назвали это, теперь проманифестировали,
Вот здесь и сейчас оно как бы присутствует, имеет место быть, как говорит на жаргоне. Теперь надо разбираться с самой сутью дела. И поэтому вот очень хорошая реплика была у Павла, да, присутность. Присутности, да, присутствие. Так вот, про сутность. А что это было? И здесь, знаете, какая вещь? Хоть горшком назовем, да? Можно назвать поэзией, можно назвать, там, не знаю, академическим, неакадемическим дискурсом, еще каким образом, но вопрос серьезно остается. Да, насколько то, что названо в этой антологии, в этом тыдне белорусского мысления является мыслью. И тут я вспоминаю, опять же, мой старый спор с Акудовичем, где-то там на заре нашего знакомства. Акудович, такого не маю, он декларировал уже тогда, хотя книжка появилась чуть позже, доказывал, что он мыслит. Мне таким аргументом, я спрашиваю, а что ты взял, что ты мыслишь, собственно? Он говорит, я это доказываю тем, что за завтраком читаю Дерриду. Я так выпал немножко философски, говорю, вот я тебе поверю только тогда, когда Деррида за завтраком будет читать Акудович. Ну, поскольку Деррида уже покойник, как бы, да, ну, в общем, Акудович избежал такой участи. Поэтому, ну, сколько угодно можем называть кучу книг, которые мы здесь выставили на выставке «Тыдня белорусского мысления» мыслей. Но, понимаете, вы меня не убедите, что, ну, относительно доброй половины этой выставки, что это вообще имеет хоть какое-то отношение к мышлению. Ну, относительно второй половины я готов с вами поспорить. Как бы, да? Но вопрос нужно ставить всерьез. И вот я бы хотел, чтобы как бы, и участники этого обсуждения всерьез и без там, не знаю, академических или неакадемических соплей пробовали на этот вопрос ответить. Что значит мысль? Ну, так что сам Владимир, видать, не готов дать. Вот смотри, Игорь, Игорь, я не думаю, что ты в этом месте проделаешь за 3 секунды работу, которую не смог проделать тот же Хайдеггер или методологи за 60 лет. Определить, дать дефиницию какой-то херни, назвав это мышление. Не фокус, да, не проблема. Открой любой словарь от деток до там, не знаю, академиков, да, и ты там найдешь какие-нибудь определения, что такое мышление. Но Хайдеггер, задаваясь этим вопросом, что называется мышлением, он еще и декларирует как бы критическую установку. Первое, что подлежит мышлению, является, первое, то, что подлежит мышлению, является констатацией того, что мы все еще не мыслим. Ну и дальше как бы пошла длинная хайдеггеровская бодяга. Шаманство. Да. Поэтому я не жду от вас, что вы определите, что такое мышление. Вы хоть скажите мне, вот, как честно, глядя в глаза, я поверю. Да, это было мышление. Но честно. Как дефиниция или демонстрация, Владимир? Вы определитесь. Форматив. Он хочет, да или да нет. Вот, понимаете, Татьяна, я читаю ваш доклад на последней конференции МАКов в Львове, да, который называется, ну, я не помню точно как название, о невозможности теории. Я не буду, да, как бы это последний. И дальше я пытаюсь вникнуть вообще, каким же образом вот эта вот невозможность теории, ну, в ряду разных других такого рода констатаций. Вот вчера Кацук констатировал смерть социологии. Да? Попов трижды констатировал смерть после 3 раз констатации Хайдеггера смерть философии. Так что это я все понимаю. Но невозможность теории, дальше я думаю, интересно, а я чем занимаюсь во время ответа? Когда мне для моей практической деятельности нужна теория. Я вынужден заниматься теорией, мне говорят, что она невозможна. Я начинаю копаться с рассуждением вашим в этом месте и понимаю, ну да. Адорно, там, все эти Освенцимы, Булаги, прочее, это как бы нормально. И я понимаю, о чем идет речь, понимаю пафос этого, но без теории никак не могу. Более того, я понимаю, что надо возвращаться к
еще более старым рассуждением о невозможности теории, связанным с интересом к единичному объекту, к единичным сущностям. И, собственно, когда я писал эту свою дурацкую книжку про Беларусь вопреки очевидности, откуда все помнят эти два слова «думать Беларусь», но пропустили мимо ушей достаточно банальное рассуждение о том, как можно мыслить Беларусь как единичный объект. Можно ли построить нечто вроде теории единичного объекта? Единичного, а не универсального. А мне нужно, чтобы работать с Беларусью. Но дальше я понимаю, что дефиниции – это искушение греческой философии, которые передали нам в наследство такую форму человеческой активности, которую они назвали мышлением, в которой работать можно с универсалией, с дефинициями, еще с много чем. И при этом передали сейчас уже неявным образом присутствующее пренебрежение к практике, практичности и даже к техне. Хотя техне немножко там в другой сфере уже и приподнимается. Но вот это вот отвращение к пренебрежению, к практичности и выпячивание на первый план спекулятивности, работы с идеальными объектами и так далее, до сих пор как рок над нами давлеет, над всем европейским мышлением в том числе. И пришло время преодолевать эту штуку. Но, преодолевая эту штуку, мы, в общем, всякий раз возвращаемся к началу. И вот началом мышления, как мне кажется, являются свидетельские показания человека, который может, положа руку на сердце, сказать: да, я знаю, что это такое. Сказать, может, и не могу, но я могу ткнуть пальцем, показать, продемонстрировать, объявить дозайм, объявить присутствие здесь и сейчас вот этого. Ну, или ткнуть пальцем вот это. Вот там оно, по крайней мере, оставило свои следы. И мне этого достаточно для практики. Ну, не для теории. Дякую. Михаил хотел что-то сказать? Не готов. Чем отличается нация великой исследователь, который внимание. И больше понятно. А сопроводы должен быть нация, в которой исследования нема. Вот у нас есть история белорусской, история нашей культуры, и получается, мы можем зараз сказать, что Советы 30 годов у нас структура громадства белорусской нации и становления изменилась. Да? Изменилась некая новая сцена, новые институты, частные структуры, которые они не сказали. Была некая политическая журналистика, некая, допустим, а института мысления не было. А теперь оно выделилось. Перше питання, а то и у нации, коли его не было. Вот, мало того, что это институт некой рефлексии, оно з'явилось, что оно выходит, что оно выходит. Что оно дает нации, громадству. Там справное, несоправное, доброе, кепское, неважно. Вот структурное оно есть. Сцена есть, там нечто отбывается, у громадства нечто берет, нечто отдает. Что оно за 30 годов дало? Да? Ну, перше, что приходит в голову, это справдует это и есть. Да? Но дає нации вот это я есть. Это важно. Только всегда этом все меняется. А кроме того, как так поглядеть на мышление, просто на сцену, на структурный элемент громадства, а что оно еще может дать? Чи може воно бути тим, що зробить таке громадство ліючої форми? Да? Вот. Чим може відрізнюватися нація без мислення від нації без мислення? Да? Чи може бути так, що це той орган, який може зробити з нації ліючої форму? Вот. Чи може бути такі задачі і той нової епохи, про яку ми можемо говорити? Да? Сповнення заповітного Петровича. На мой взгляд, это как раз самая приватная перспектива, что можно здесь на эту сцену, что нации вполне может давать нечто, не только вот содержать что-то, грабить таких рабов, да, которые
дае усведомление, я есть. Я існую. Воно може нам щось постійно перетворити. А питання, власне, ці заради дуже задовго, воно нечто таке зробило, ті мислення, які в нас за 30 років було, ці воно перетворило націю, ці воно просто асенсовувало нечто, забило ніяку рефлексію, справді стяжало там якісь існування. А ти приклад нації без мислення маєш? І ти маєш на увазі нація без актуального мислення? Ну, розумієш, корінне мислення зараз хитрість, да? Ми вот справді, это педагогично. Мы ладно усведомляем это некий структурный элемент. И по контрасте, так справді, там, 20-е годы, не знаю, 30-е, 50-е, мы бачим, этого структуры, не знаю, сцены не было. Было много чего, а никто не выделял белорусской нации мышление как особливую сцену, как простор, у якої нечто можно разместить и из якої можно нечто взять. Была всякая журналистика, была некая политическая аналитика, допустим, были некая публицистика, допустим, да? А мышление вот как простое не было. Я так само доспел до неких простых слов, вот в отказ, может быть, на твою реплику, вот справді, ключовое питання, а что значит думать? И вот, когда мы говорим про белорусское мышление, и оно уже как бы отбывается. Медиа, вот, тут як это можно растлумачить, вельми просто. То, что мне здається, и что я хотел бы пропоновать в якости такой вот схемы, что мышление это не тое, ключное, чему мы навчаем, а не навчаючи хтось не умеє. Мышление это лёс, якби ми, уживаючи простые слова, например, называючи это стулом, мы уже думаем, потому что мы подводим конкретный одинковый объект под певний поняток, концепт. Да? Мы не говорим, что это белый объект, який там стоит вот в этом месте, а мы называем это стул. Это простенькая такая форма. Есть как бы концепты большего взрослого, там, человек, там, або, не знаю, космос, что за угодно, нация, там, идентичность. Мы эти слова уживаем, укладаючи певний зміст. То есть в этом сенсе кожен человек вимушено користається этими продуктами мислення. Але філософи і люди, які займаються мисленням, вони користаються этими концептами активно і атакуються. Тобто ми спробуємо, розуміти, який зміст ви вкладаєте в ті або інші концепти. Что мы периодично выходим на некую такую, навіть іншу ділянку, а з одного боку спробуємо відкинути цю необхідність там інтелектуалічного визначення, там пошука визначення, сепарации, там, откидания и так далее, и находим некий отказ, что там мысление это там полная простора, да, полное предъявление, там, полное тут и теперь. Васкевич вводит в Гоголя в эту идею, что мысление начинается с сумневу. Так, и, это есть, до речі, другий отказ, на мой погляд, досить вігатний. Коли справді це практикування Декарта вважає своєю, що саморечні мисля може сумніватися во всіх до той ступені, поки не починає сумніватися сам у собі, у своїм мислі, то то же самое можно предъявить и белорусского мышления. Белорусское мышление есть в той ступени, что оно весь час сумнеется у своей присутности. Посумнеется это устами Маскевича, сумнеется это устами Акудовича, який стверджає, що його нема. Сумнеется устами Тетяны сегодня. Простое, что это мышление завжди собі неким чином проблематизує, и оно уже мышление по значению Декарта. Нет. Вот смотри, там есть глубокая такая самообман, да, постоянно.
Потому что когда Декарт сформулировал доказательства своего существования, он проапеллировал к присутствию мышления. Да? Я мыслю, следовательно, я существую. Сомневался он не столько в мышлении, сколько в своем собственном существовании. А Худович не сомневается, декларирует, что его нет. Да? И даже не ищет оснований для существования. Ну, все метафизики таковы. Поэтому ни метафизическое, ни онтологическое доказательство бытия и существования мышления я бы в расчет не принимал. Гносеологическое тоже. Но я думаю, что наиболее приемлемым является абсолютно субъективное доказательство, да? Свидетельство. В этом смысле, опять же, тезис Декарта можно обернуть иначе. Декарт свидетель мышления. Свидетель мышления. И в этом смысле свидетель мышления, секта свидетелей мышления в Беларуси могла бы быть для меня аргументом, по крайней мере. Все умозрительные, спекулятивные, я уж не говорю про эмпирические доказательства. Ничего не стоит. Тодор, или упростить, да? Короткую реплику. Попробуйте представить себе, зачем, Derrida, опять же, кому-нибудь, да, вот кого можно назначить еще свидетелем или критическим судьей. Зачем ему читать эту антологию белорусского? Да, короткую реплику, может быть, сдаться провокационной. Вот. Само по себе, да, я представляю такие этно-авангардные культурологические проекты «Крылья». Вот. Хотел бы, что шановне господарство сказати. По-перше, достатково абсурдна сама назва акції як білоруська мислення, вона космополітична, інтернаціональна, або його треба обозначити. Це мислення в межах теології, фізики, біології, там всі, скажем так. Петр, треба ходить на мероприятство и как не полтораться. Это уже 25 раз сказали нам. Добре, моя вина, я провинциал, и я живу в Ракове. Да. Я не могу кожный день. И с крымским мыслением приходит белорусская мысль. Вот. Я хотел сказать то, что мысление в любом выпадке, якое отбывается в Украине, коли, скажем так, нараджается влияние мысляров, в любом выпадку, это вельми добре. Белорусское мысление, я разумею, як национальное мысление, достаточно абсурдное. И тут я згодний вот с тем, кто меня ругал, с тем, что хоча й у мисленні, так, вельми істотним фактором является прагматизм и моделирование. То есть там, где ставится певний метод. Бо мислить просто абстрактно, я сам хиппи, мастак, там, и авангардный мастак, этот музыкант, я могу мыслить свободно на что угодно. Мышление для меня, как романтика и анархиста, тем не меньше, является таким инструментом, на что претендует вот той человек, который инструментом для досягнения певных, знову-таки обозначенных сегментов наших громад. Иначе белорусское мышление, оно не має ніякого. Дякую. Я зараз закрила цю частку. У нас вже не так мало часу зосталося, і мені все ж хотілося б хотя б розпочати. Да? Некалькі тезів від присутних почути на фонд певних перспектив ці уявлення про те, куди, в принципі, все може рухатися далі. Ну і в якості такої, може, не провокації, а штучка, я вам хочу пропонувати два такі фідбеки, які були під час тижня
два західи для беларускага мыслення. Один захід з Бобруйского, там у нас была встреча, вельмі цікавая, і там хлопець потім мені написав після гэтага про те, що йому подається певна тема, яка не розпрацьовується, і наколькі гэта важно і не важно. І читаю, как кстати, сказано, читаю, что, на жаль, белорусские мысляры не працуют с человеком, и у пошуках лепшего уладкування нашего громадства мы потрапляем у пастку отчуженности от громадства и конкретной особы. И что полягае мыслению, тут зараз практичная человеческая антропологичная потреба, это зразумение этой отчуженности, самоты и так далее сейчас. Это один захід, что это не займаются, а это варто займаться. И в этом sense сцена чакае. А другий захід, он вельмі учился близких, это протяг развагаў на экологичную тематику, але не про саму экологию, а хутчэй про то, что ситуация с экологией, техникой, развитием так змяняе свет, что сегодня галоўнае пытанне, практычнае пытанне, якое патрабуе мысленных высілкаў, это пытанне новых стасункаў людей з людзьмі, новой этики, новых нейкіх стасункаў таксама з нейкімі тэхналагічнымі элементамі. І гэта таксама сёння тое, чым варта займацца, тое, чаго няма тут. Наколькі вам падаюцца гэтыя два західы важкімі і з імі трэба працаваць, і ці вы бачыце нейкія іншыя перспектывы ў развіцці беларускага пакольшага яшчэ мыслення? Меня они совсем не зачепили, потому что звычайно, когда люди говорят, что вот чагосьці няма, а гэтым варта заняться, вот, то это значит, что сам человек уже внутри себя пачаў займацца. То есть прапаноўваць гэта якасці вот такой нейкай групповой ці універсальнай праграмы, вот в сегодняшней ситуации уже не выпадает, это просто глупо. Просто это симптом того, что мышление пошло в массы. То есть вот повстают певные кропки, вот в яких актуализуются іншие питання. Может, это еще симптом того, что той, кого это питание чіпляет, ему потребен інший, з яким би він мог... Потрібна гэта пляцоўка ці прастора, на якую можна было бы покласти свои, вот эти выники своей работы. И в этом senсе вот мышление, то есть, як я разумею захід, мышление мусить перестать быть тем, что отбывается только там в Минску, в Институте философии, в корпусе 8, там где-нибудь аудиториях подборка, а мусить, вот, заститься на более широких пляцовках. И в Бобруйску, и в Могилеве, и в Гродне, и в Новом Свержине, то есть, вот, и мы, магчыма, просто не заўважаем гэтыя практыкі мыслення в такім, антропологічным сэнсе. Ці яны не знаходзяць, месца, вот, не ўбачаныя в гэтым агульнанацыянальным абсязе. В принципе, разумерно задавать питание, что белорусское население погибло русской нации. Какие ходят друг, наверное, погибло. Некое мышление, которое отбывается у некой метафизичной просторы на самоте, некое интернациональное, так скажем, воле и не выражается, может быть, некой мовой человечей, а некое мышление, которое спускается в социум и вот утворяет эту сцену, на якой есть некие туры, десяток идей громадских. Громадство туды с чем звертается и что можно оттуда взять. А вот человеку конкретному я абсолютно не повинен ничего в своем мышлении. Вот он хочет там заниматься своей работой, это что, хай сам мыслит свою самоту, я буду по свою. Вот в этом сенсе, повинен я конкретному белорусу своим мышлением, хоть что не быть, я думаю, что абсолютно ничего. Нации, так. А вот
я думаю, что ничего абсолютно не То боялся. есть, коли перший захід був такий, якби, індивідуальний, то тоді він був ще й про те, що вони про це не будуть думати, то потім якби нема кому вже не Ну, думати. я еще могу зрозуміти вот, некую долг стороны, некую охватность, где говорка идет о огульном. А вот то, что я з некого почуття долга, менавіта сумірно пракнули, почну займатися самотой, отчуженностью и ще всякой ерундой, вот после этого я могу легко. Мысляр, который думает там, на заказ не на нации, а просто приватных людей. Подумай, когда раз ко мне мысляр, зайди мне хорошо в ганшах, да? А ты мне мысляр там творить концепцию для моей отчуженности, мне легче стало. Вот это абсолютно ремесленство уже начинается. Такое. Ну, тут уже внимание, конечно, свободы, яка у основі мислення полягає. Ну, цікаво, я розумію, а чому от я от довго, точніше, до нації лічу, довгом вартом виконання, а там довго, Я якраз не про довг, а про основу потребу. Потребу розмовляти, шукати разом отказом питання. Ну, як це конкретно, вот як задаєш, вот у нас є эта опрацовка, простора белорусское мышление и размовляйте. Туди можна розмістити виніки, продукти мислення, да? Якби, або там прийти в некую аудиторию, зустрітися з конкретним чоловіком, а абстрактно. Ну вот питання меня не зачепили, я навіть не спробую уявити себе, про що ти нас запитали, і не можу. Хотя она по свою, но главное, что ее зачепила антропологичная перспектива, бо она сама в этой перспективе, да, разбавиться, подумає, де хомолюдинська проблема, інші такі питання. І її це чіпляє. І вона просто дає нам такі якості прикладу того, які теми можуть там зачепити білоруське мислення. Подивитися. Это меня чіпляє, але це не я спровокувала. Ти отрезонувала на ті питання, які тебе зачепили натурально. Мне написали лист. Больше никто, інших листов мне не писал. Человек написал лист. Это не пытание там в зале и так далее. И другой был, другие залы, это был целая лекция, да, с претензией. Таня, И тому это, Таня, мне надо не может. можна мене трошки потлумачити? Автор другої тези, який читав лекцію, після лекції проведем мою лекцію, яка була попереднім днем, і написав літерально наступне. Коли б я попросив і слухав ту лекцію, то я позбив був своєї шматліки глупості. Ви сама Пушатова не виступав на зимовій конференції Летучего, а мать тоже. Там, я ще про перше розважання про чоловіка, навернутості до чоловіка, белорусских, ну, покуль не высветленный чин, скажем, покуль умовно мысление, пиши, да, их шмат. Там, коли чоловік про гэта починає думати сапраўды, йому треба просто змістовно, корректно и ветливо, да, зробити пропанову, пойти и читать книжки. Правильно я розумію, що в принципі, ось там пропонували питання, вони розпрацьовуються, і тут немає ніякої проблеми. Тоді у мене питання до вас ще про те, а що є там, що з вашого боку є виклик, на що ви особисто будете реагувати, поскольку ви все просто недосвідчені люди, ми там треба дати книжки почитати. Що туди є на сьогодні викликом і яка буде антологія по 15 днів? Що там повинно зміщатися? Ці максимум зміщатися? Перше, виклик це те, що ми завжди, як я сказав, що ми вже зв'язалися. Повинно думати по-білоруськи. Белорусское мышление повинно думать не по-страховать. Другое, что мышление повинно дать нации, оно повинно его в эту нацию толком перетворить, переформатовать. Оно повинно ей забеспечить ей переезд в жесткий упор.
это його задача. Вона повинна дати такі світогляди, яким це все буде максимум. Тому є те, що вона повинна дати. Для чого нація його в себе, так сказать, утворила. Такий орган, такий клиник внутри себе, который ее саму изменит. Вот. А что-то, в принципе, я бы сказать, распрацовывается питание. Вот не так организовано все, что можно, это не кафедра в университете, можно раздать темы, давайте распрацовываться. Хочешь, живи, Ну, с распрацовывайся. этим мы разобрались. Это мы пошлем в библиотеку. Это добровольная речь, мышление. Ты Я уже про вас не зрозумела. дать повестку, да, и там раздать таски. Ось який сенс спитати у Міхала, що він лічить викликом, коли він, власне, той, що лічить викликом, і робить. Ось розпасовує, вкидує в публічну простору. Ось це для його. А що він зараз ще скаже? Що у його є які виклики, які він не приймає? Не, ну так я обозначил, это свои выклики, какие ее лечить приватно. Ну так він в этом найчастіше робить. Для меня таким выкликом является вот такое прочувание того, что формы основания философии и мышления ты имеешь беспечные, где яно існувало і існує апошні 2 стагоддя, яны зникаюць, яны перастаюць быць месцамі думкі і філасофіі. А менавіта універсітэты і акадэміі. То есть вот на наших лачок мы бачим, что университеты, ну, за выключением там как бы некальких великих, дорогих там, где ну, просто як музей будет это заховываться, переутваряются, ну, в месяце продажи адукаційных послугов, там как бы академия зникает, мы чекаем, ну, в Беларуси просто все затрымовывается, как бы, и все споздняется, и тому мы, может быть, не настолько эту конъюнктуру отшиваем. Мы будем быть готовы до того, что кафедры философии не будет. Как бы, что философский факультет будет маленьким, маргинальным притулком, аматором с выключно платным навчанием и со штатом там 3-4 человека, які будут рассказывать про все, что не будет никаких институтов философии. Что вот, ну, вся эта культура, вот якая была чимось для нас звиклим и ну, вот, натуральным, и она зникає, пропадає. И что-то робить, вот, где и як практиковать как бы, мышление, философию. Вот это вот головный выклик остается. Лучше социально-просторовая культура. Да, то есть выклик не внутренний, не самого мышления, а выклик цивилизации. То есть мы входим у некий зовсім інший тип цивілізації, де шмат програмістів, якби, і зовсім нема поетів, можна казати. Мне это волей-неволей напомнил классический старый добрый фильм «Москва слезам не верит», что будет одно телевидение. Ну, просто по ассоциации. Ну, очень много чего. Но мы здесь сидим, и мы не в телевизоре, пока еще, понимаешь? И вот и вопрос Владимира, он не из ящика прозвучал. Это призыв, каким образом актуальность мышления, здесь и сейчас присутствие, предъявить, намекнуть. Я как-то не знаю, удастся ли, просто хочу попытаться увязать сразу несколько высказываний, ну, то есть реакцию на несколько выступлений. Мне кажется, Татьяна, вот в этих вопросах, которые вы адресованы, мне они представляются довольно репрезентативными. Вот эти два обращения. Антропологическая проблематика и экологическая. Совершенно экологичная, она вообще такая этично-социальная. Социально-этическая, да. Это совершенно соответствует, ну, какой-то такой адженда, интеллектуальные, в том числе, социально-теоретические, этические, философские запросы. И тема отчуждения, экзистенциального поиска себя, все это в разных текстах, не только философов, но и ФСРУ. Бауман, Гиббельс по-своему пишут об этом, и то, что белорусская молодежь каким-то образом на своем языке формулирует это как запрос современного человека молодого.
и пытается где-то найти ответы на эти вопросы. И, ну, это совершенно репрезентативно для современности, и мы в этом смысле просто пример поля современных обществ. Вот. Но я просто думаю, что действительно я соглашусь с тем, что, может быть, не имеет смысла пытаться исчерпать тематическое поле, потому что дополнительно к этим тематическим полям можно добавить вопрос национального самоопределения, еще какой-то круг вопросов. Он очень богатый. И в этом смысле мне кажется, трудно было бы сказать, ответить на вопрос, какие темы, на наш взгляд, являются перспективными для следующей антологии. Может быть, если возвращаться к таким вопросам, касающимся перспектив, политики или стратегии реализации вот этого концепта белорусского мышления, его присутствия, его развития, то вот эти два этих обращения можно было бы истолковать, мне кажется, как раз Игорь начал двигаться именно в духе такого запроса на то, чтобы были какие-то открытые публичные площадки для того, чтобы мышление состоялось, совершалось, чтобы были какие-то такие пространства, маленькие, большие, разнородные, академические или неакадемические, гибридные, какие угодно, где можно было бы действительно этот запрос на мышление. Мне кажется, так можно уже немножечко вообще интерпретировать. И тогда я думаю, что если мыслить в такой перспективе близкой, мне кажется, что задача нынешних интеллектуалов, белорусского интеллектуального фронта, заключается в том, чтобы сделать мышление притягательным, чтобы вот работа мышления, чтобы она стала действительно притягательной, какую-то интеллектуальную симпатию, чтобы вызывала в самых разных средах. И чтобы мысль, вот это отчасти отвечая на вопрос, призыв Владимира, мысль, она тогда присутствует, когда она заразительна, когда она притягивает что-то, когда она собирает. То есть мысль, которая собирает вокруг себя, вот это действительно состояние. И в этом смысле, возможно, одним из признаков мышления является какое-то обнаружение интереса, взаимного интереса. То есть, да, это, конечно, опыт индивидуальный мышления, предельно индивидуальный, но этим сказана только половина опыта мысли. Настоящий, мне кажется, вот признаком, простите, повторюсь, но признаком мышления будет обнаружение какого-то именно взаимного интереса. И если он есть, это свидетельство вот этой притягательной силы мышления и собирательной силы мышления. Вот если каким-то образом это будет осуществляться, то это вот самая и задача, одновременно самая благоприятная перспектива, которую можно было бы нам самим себе пожелать. Прекрасная метафора мышления, якое збирає. Значить, збирає і націю, і супольність, і тих, хто вилагає супольність, і тих, я за. И тогда последнее и это значит мыслить по-гречески. Потому что это, извините, дорогие коллеги, и есть голос. Павел, ті нема розмовляти. Я дозволю себе проинтерпретовать это питание по перспективу таким чином, что сегодня мне подается наше такое фундаментальное питание, это ці застанемся мы эпигонами и продолжальниками того досвіду мислення, який у нас уже отбылся, бо это можно доўжыць долго. Та ж античная философия показывает, что досвід великой философии можно было доўжыць стагоддзі, нават тысячагоддзі, без того, как нешта там істотна дарабляецца, просто традыцыю падтрымліваць. Ці будем мы далей рабіць тое ж самае, писать фактично про свои улюбленные думки. У каждого у нас есть свои улюбленные думки. И мы их можем протягивать все далее и далее, рафинованно, точно. И можем далее и далее робить своеасаблівую самоцензуру
беларускага мыслення, не дазваляючы іншым туды ўваходзіць, бо яны як бы не былі далучаны да гэтага кантэксту нашага такого кульмінацыйнага мыслення традыцыі. Ці паўстане нешта радыкальна новае, радыкальна іншае у плане мысленчай сітуацыі ў Беларусі. Я вось калі на пачатку казаў пра той цікавы тренд, які мы можам адсачыць і на прыкладзе анталогіі, што не адбыўся, і на прыкладзе тыдня, што адбыўся, вось для мяне гэта сапраўды пытанне, ці зможа беларускае мысленне сапраўды пашырыцца, грунтоўна пашырыцца у тыя абсягі, якія не закранутыя акадэмічнай філасофіяй ці не акадэмічнай філасофіяй, якія з'яўляюцца такія напалову практычныя абсягі, якія з'яўляюцца пэўным інтэлектуальным наробкам, які яшчэ толькі пачынае прэтэндаваць на тое, каб звацца мысленнем. Ці гэта будзе сапраўды заангажаванае у абсяг беларускага мыслення? Ці зможам мы гэта прыняць, не проста прыняць, усе ідзіце да нас, усіх назовем мыслярамі, прыняць на падставовых умовах, на тых умовах, каб гэта сапраўды звалася мысленнем і адчувала свае мысленне. І вось гэтае пытанне таго, ці залучыць гэтае мысленне цэлы шэраг розных тэмаў, якія здымаліся на гэтым тыдні, як тэмы бліжэйшай будучыні, як тэмы стратэгічныя, як тое, што мы можам адчуць як нейкі новы змест для нашага мыслення. Ці вось будзе ўсё гэта ўключана у новую анталогію, ці стане гэта зместам новай анталогіі? Вось гэта для мяне пытанне. І пакуль я не бяруся рабіць нейкі прагноз адпаведны, ці атрымае перамогу першая тэндэнцыя, ці другая. Пакуль што ёсць магчымасць і для першага, і для другога варыянту развіцця падзей. Але мне хацелася б спадзявацца ўсё ж такі, што кантэкст беларускага мыслення будзе не звужацца, не рабіцца яшчэ больш неправедным, але будзе сябе пашыраць, яно будзе выходзіць на праблемы глобальныя, праблемы амбітныя, праблемы, якія будуць выводзіць яго на вонкі і ўсё шырэй, і, магчыма, гэтыя праблемы сапраўды будуць кранаць і лёсаў там універсітэту, і лёсу грамадства, і лёсу, можа, цывілізацыі, то бок тыя пытанні, якія будуць кранаць не толькі ўласна беларускую ідэнтычнасць, беларускую лакальную канкрэтную сітуацыю, але будуць, што называецца, і сусветного узору. Дякую. Мы уже фактично скончаем, и я, вось, калі ёсць такія неабходнасць штосьці нават не спросіць, а выказацца, я готова даць там по 2 хвилины камусьці з зале. Я хочу версию на отказанных Давайте, про антологию третьего выдания. Я спочатку проверю. Вось, калі у меня была задняя думка такая, калі я прапанаваў свой артыкул, да, які артыкул взять для гэтай антологіі, і адно з умоваў, якая у меня была там на заднім плане, это каб у артыкуле ні разу не узгадвалася слова Беларусь і нічога пра Беларусь не было. І гэта наўмысна, бо вельмі спрошчанае уяўленне пра мысленне, як мне падаецца, у мінулай анталогіі, это то, что это мысление про Беларусь, а то оно белорусское. А тут уже кольки разов показалось про то, что такое мысление космополитичное и так далее. Так вот, у меня есть мат в наступной антологии, например, у первом разделе манифесты и диагнозы и манифесты были манифесты про свет, сусветные перспективы и проблемы, а не про локально-региональную белорусскую. Как у метафизицы была размова про сусветные проблемы, якія хвалююць усіх, ну и так далее. И прадмова и прадысловие для наступного
а хто там буде наступний займати його місце. Да? Позначаючи, що ідіть, ось що робить гэты дзіўныя людзі ў Беларусі. А беларускія реалії там присутнічають толькі як месца дыслакацыі, працы і жыхарства аўтараў гэтай анталогіі. Дякую. У меня питання, чи можна? Ну, ось питання кому і добре. довго. Так я не знаю, можна чи ні? Ну, можна. Вже так було. Що ми вже скачаємо. Ага. Тому Добре. початок дискусії Окей, нової. тоді Я тільки почекаю. мале питання, він прагматичне питання до Павла. Коли признати, що білоруське мислення існує, ну, коли самодатково, то принаймні самобитна з'ява, то які керунки можуть бути коректовані? Якби, ну, які ідеї, концепції можуть бути цікавими поза білоруським контекстом? Може бути навіть поза регіональними. Зрозуміло, там Польща, Україна, бачите, притягує наші проблеми. Ты зараз, Олег, чекаешь докладного отказа с короликом темы сюжета? Не, ну, как бы керунки, без имен, там, без концепции. Ну, якби керунки, фактично не позначені керунки і у гэтай антології, про що і каже Владимир у своєму апошнім спічі, що гэтай керунки ж можна поширати ось у гэтую дальнейшую глобальную перспективу. Структуру заховаємо. То бок пытанне не ў тым, што гэта павінны быць нейкія зусім іншыя топы мыслення, якія яшчэ не закраналіся. Топы могуць быць тыя ж самыя. Просто пытанне, як вы закранаеце, на якім узроўні і з якой перспектывай вы гэта робіце. Калі гэта перспектыва будзе заўжды абмежаваная пошукамі самаідэнтыфікацыі, нейкага разбіральніцтва з самімі сабой, гэта будзе адна перспектыва. Калі гэта будзе ўсё ж такі такое дбанне пра нешта больш глобальнае, гэта будзе іншы. І таму, вось я дбаю, мяне што зараз непакоіць, я дбаю пра нейкі палітычны абсяг, сацыяльна-філасофскі абсяг. І я гэта спрабую, пакуль толькі спрабую, разважаць так, каб гэта выходзіла за ўласна межы толькі беларускай сітуацыі. Ну, наколькі мне там удаецца ці не удаецца, это іншае пытанне. Я думаю, гэтаксама ж можна было б і ў іншых галінах гэта рабіць. Но гэта просто мой конкретный прыклад у маёй конкретной мысленчай ситуации. А так, вось даваць дакладны пералік, я думаю, гэта бессэнсоўна. Дякую. Я думаю, что мы будем завершать. Я вельмі рада была этой дискуссии. Правда, ну, для меня было цікаво некие такие трохи інший погляд і на антологію, і на тиждень, і на те, що відбувається з розних перспектив. Я думаю, що це не такі бесконці розмови. Ми навіть уже некілька кроків навесили, про які, в принципі, варто розважати. Мені здається, що може головною сьогодні значною темою і ідеєю була якраз ця ідея поширення певної простори, включення, створення певної простори. И, скажу широко, под конец у меня появилась своя такая выявление про то, что будет далее. Далее будет повстание периферии белорусского мышления. И весь снобизм этого центра, який не собирається себе поширати, когось включати, він просто буде порушений, бо мислення вже там є, його не треба включати. Воно там є, то його треба провести. Дякую велике. Про 20